Новая объездная дорога Дубки-Левадки стоимостью 6 миллиардов рублей рассыпается на глазах. Это уже второй обвал на этой автомагистрали. Первый произошел 10 ноября неподалеку. Тогда длина обвала составила 7,5 метров. Сегодняшний же обвал был значительно больше, однако его оперативно засыпали. Видны свежие следы от трактора, а земля еще не успела просохнуть. На новой трассе Дубки-Левадки очередной обвал. Он произошел в районе моста через железнодорожные пути. И это не единственный проблемный участок. На объездной немало участков, где смыт грунт и щебень, а на обочине образовались огромные дыры. Едешь, вроде новая дорога, только открыли ее. Она вся волнами пошла, вот такая вот. Значит, что там, как там делали, чем засыпали, но по ней ездить боязливо, страшно. Надо было нормально делать перед тем, как строить, проводить геологоразведку и все остальное. Четырехполосную объездную Дубки-Левадки 2 года строила новосибирская компания «Сибавтобан». Движение по участку поспешили торжественно открыть в феврале 2019 года, хотя строительство еще не было завершено. Дорога современная, видите, уже оборудована полностью освещением. О качестве новой дороги рапортовали и гендиректор Сибавтобана, и теперь уже бывший министр транспорта Крыма. Работали круглосуточно, постарались сделать все как можно скорее. Контролировали это и служба автомобильных дорог, и Роскапстрой, как, так скажем, техническая служба строительного контроля. Замечания к работам были, но несущественные. Они все на момент сдачи объекта в эксплуатацию были, соответственно, у нас устранены. Карпов, 7-й по счету министр транспорта Крыма, недавно лишился своего поста, в том числе из-за плохой работы автостроителей. Предприятие «Сибавтобан» в мае было признано банкротом, а в отношении его директора возбуждено уголовное дело за невыплату сотрудникам зарплаты. Поэтому претензий сегодня предъявлять некому. Достраивать трассу и устранять недоделки предшественников поручено предприятию «Крымавтодор». Кроме того, выяснилось, что стоимость работ по строительству объездной Дубки-Левадки была завышена на 900 миллионов рублей. За это на 3 года был осужден бывший исполняющий обязанности начальника службы автодорог Крыма. Огромная насыпь на месте очередного обвала – печальный памятник дорожному строительству в Крыму. Вопрос, кто и насколько качественно прокладывает здесь новые дороги, остается открытым. На полуострове продолжается масштабное строительство трассы Таврида, одним из участков которых является уже дважды обрушившаяся объездная Дубки-Левадки.